По умолчанию все формы создаются в одинаковом фиолетовом оформлении. Это можно изменить. При клике на кнопку «Настроить тему» в правом верхнем углу у нас откроется панель «Настройки темы». Здесь вместо фиолетовой темы, которая выбрана по умолчанию, мы можем выбрать какой-то другой цвет, например, синий. И мы сразу видим, что оформление нашей формы изменилось. Если никакой из предложенных цветов нас не устраивает, мы можем нажать на кнопку «плюс» и выбрать нужный нам цвет на палитре или указать его кодовое обозначение. В рамках каждой темы мы можем изменить цвет фона. Для выбранного цвета нам будет предложено три варианта оттенков: светлый, средний и темный. Кроме того, в каждой теме мы можем выбрать серый цвет. Также мы можем изменить стиль шрифта. Здесь нам доступны 4 варианта. Вариант стандартный установлен по умолчанию. Поменяем его на вариант декоративный, официальный или обычный. Также в шапку нашей формы можно добавить изображение. За это отвечает раздел «Верхний колонтитул». При клике на кнопку «Выбрать изображение» у нас откроется окошко, в котором мы можем найти подходящее нам изображение. Все изображения разделены на рубрики. Если ничего из предложенных вариантов нам не подходит, мы можем добавить свою собственную картинку. В самом низу в рубрикаторе есть раздел «Другие». В этом разделе вы найдете картинки, не связанные с какими-то конкретными темами. Ну, например, вот такие более абстрактные. Давайте выберем одну из них. Кликаем по ней, нажимаем «Вставка». Изображение добавилось в шапку нашей формы. Кроме того, тема нашей формы поменялась в соответствии с выбранным изображением. Цвет темы выбран вот такой. Помимо него, для данного изображения доступны еще несколько вариантов цветов и оттенков фона. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть для пользователя. Удалить изображение из шапки фона можно, кликнув по крестику, расположенному в разделе «Верхний колонтитул».